Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. В Жиганском и Авенкийском национальном наследии выбрали главу. Кто победил в выборах? Тройное счастье. В год матери в Национальном центре медицины в торжественной обстановке выписали тройню. 100 дней до Эсеха Олонхо. В Верхневилюйске установили специальное табло, которое отсчитывает дни до большого события. В Жиганском и Авенкийском национальном наследии выбрали главу. Явка составила почти 35%. Всего в выборах участвовали 3 кандидата, в том числе 1 самовыдвиженец. Таким образом, главой Жиганского и Авенкийского национального наследия избран Портнягин Степан Семенович, представитель партии «Единая Россия». Он набрал почти 79% голосов. Выборы прошли в обстановке гласности и открытости. На избирательных участках за ходом голосования следили наблюдатели от Общественной палаты республики. Жалоб и нарушений не зафиксировано. Коллегия Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики собиралась сегодня в Якутске. Рассмотрели 2 вопроса. Это об изменениях в правилах по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и о ходе реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Кроме обсуждений вопросов, традиционно наградили лучших работников ЖКХ. Коллегию данного министерства проводят ежеквартально. Коллегия министерства, является коллегиальным органом, который, по итогам которого выходит соответствующее постановление министерства, и принятое решение имеет рекомендательный и обязательный характер к исполнению для наших коллег и муниципальных образований, и ресурсоснабжающих организаций. Безусловно, самая главная задача сейчас – это завершение отопительного сезона текущего, который сейчас идет, УЗП, так называемый осенне-зимний период 2021-2022 года. Совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям прошло в Аймяконской районной администрации. Главы всех поселений и приглашенные руководители золотодобывающих предприятий говорили о подготовке органов самоуправления к пожароопасному сезону. Еще раз вспомнили трудности прошлого лета, напомнили о проведении превентивных мер, обновить минерализованные полосы и подготовить материальные запасы. В наследиях недостаточно технических средств и сил, поэтому заручились поддержкой промышленных предприятий. Кроме того, в Тамторе с этого года формируют отделение авиалесоохраны, что окажет существенную помощь при ЧС. В данное время у нас 7 ребят из Тамтора, молодежи до 30 лет, они уже проходят медкомиссию, будут проходить учебу по пожаротушению на целый год да. А на весенний период, с мая по сентябрь месяц, уже 5 человек тоже будем набирать. В этом году будет действовать авиалесоохрана уже полноценная. Далее к эпидобстановке. 415 человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске 96 заболевших. В Мирнинском районе 43, в Мегино-Кангаласском 39, в Алданском 36, в Вилюйском 20 случаев, в Нерюнгринском и Сунтарском районах по 14 случаев заражения. Еще в 19 районах заболели ковидом от 2 до 13 человек. За последние сутки госпитализировано 28 человек. В стационарах получают лечение 11,5% больных. В амбулаторных условиях 88%. Выздоровели 524 человека. Наши больницы возвращаются к плановой помощи. Практически все, свернуты практически все стационары, кроме стационаров экстренной помощи и стационара специализированной Якутской республиканской клинической больницы. Сейчас мы возвращаемся и делаем упор на позицию тогда, когда основную нагрузку на себе понесет Якутская республиканская клиническая больница. Соответственно, поликлиники будут возвращаться в режим плановой помощи. Кроме того, в марте в районах Якутии будут работать врачи республиканских больниц. Связано это также со стабильной эпидситуацией по коронавирусу. Таким образом, возобновили выезды мобильных бригад республиканских врачей узкого профиля в районы. Например, сегодня в Вено-Бытантайский Улус вылетела бригада педиатров республиканской больницы номер 1. Бригада ведущих специалистов педиатрического центра будет работать в Оленёкском и Авенкийском национальном районе.
Завершили установку нового стационарного рентгеновского комплекса в лечебном отделении в Нюрбе. Его приобрели по нацпроекту здравоохранения. Новый аппарат поможет повысить качество оказания медицинской помощи при различных заболеваниях. Предварительный просмотр снимка возможен уже через несколько секунд, а обработанное высококачественное изображение оперативно можно передавать на любую рабочую станцию информационной системы больницы. Также успешно работают и другие приобретенные аппараты, например, 2 видеогастроскопа. Такой же аппарат установлен в стационарном отделении, то есть помощь, диагностику получают лица, которые находятся у нас на стационарном лечении, которые поступают в экстренном порядке в наше хирургическое отделение. В год матери, объявленный главой республики Асеном Николаевым в Национальном центре медицины, в торжественной обстановке выписали тройню. 3 девочки у семьи Александра и Виктории Авдышевых из Алайховского улуса родились в конце прошлого года с весом 1 килограмм. Благодаря квалифицированным врачам и современному оборудованию девочек успешно выходили, и сегодня счастливая семья отправилась домой. Подробности в материале Ульяны Шагиной. Это первые дети Виктории и Александра Авдышевых, да еще и сразу тройня. Родились малыши на 29-й неделе путем кесарево сечения и весили от 1130 до 970 граммов. Благодаря профессиональному уходу и чуткому отношению врачей, сегодня тройняшки уже подросли и весят более 3 килограммов. Для родителей это самый эмоциональный момент. Поддержка родных очень важна в это время. Поддерживали 24/7. Моя мама, мои родные, мой муж, самый близкий человек. Вот вспоминаю, даже вот слезы уже наворачиваются. На второй этап выхаживания девочек перевели уже на 2-й неделе после рождения. Это значит, тройняшек удалось достаточно быстро для их срока стабилизировать. Для малышей создали все условия, близкое к утробе матери. А это в первую очередь согревание. Кроме того, важным является питание маминым молоком и докармливание специализированной смесью. Уже с момента рождения девочкам была оказана такая щадящая реанимационная помощь. То есть стабилизация дыхания, введение курасурсов, все это проходило неинвазивным способом, что сохранило наши легкие у девочек. И в дальнейшем также поддерживалась неинвазивная вентиляция легких. Узнав о беременности дочери тройняшками, Ивана Николаевна очень переживала о здоровье своей дочери. А когда родились тройняшки, уже о здоровье внучек. Но все обошлось, и сегодня счастливая бабушка впервые встретилась с малышами. Новость о тройняшках не стала сильной неожиданностью для нее, так как в роду уже есть двойняшки. Зять у нас сам близнецы с братьями, а у мамы моей были тоже сестры-близнецы. Может, это сыграло очень большую роль. Генетика, да. Семья Авдышевых из Алайховского района. Муж и жена – работники улусного филиала ГУП ЖКХ. Семья решила остаться в Якутске, так как за недоношенными малышами все равно нужен профессиональный и тем более медицинский присмотр. В Министерстве труда и соцразвития уже готовят одну из главных мер социальной поддержки для тройняшек – это улучшение жилищных условий. Вот сегодня нашей семье также будет предоставлена социальная выплата на улучшение жилищных условий. Сегодня все уже расчеты подготовлены, готовятся необходимые нормативные документы и, соответственно, в ближайшее время эта социальная выплата будет направлена. В перинатальном центре это 3-я торжественная выписка тройни, родившихся в конце прошлого года. Благодаря профессиональным врачам, хорошему уходу медицинских сестер, тройное счастье Авдышевых наконец-то будет дома. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Идем далее. В Якутии лучшая мама-предприниматель получит грант на развитие собственного дела. В столице республики стартовал 5-дневный курс федерального образовательного проекта на базе центра «Мой бизнес» при Минпреде. Финальный бизнес-проект участниц определит лучшую, которая получит грант от фонда «В ответе за будущее» в размере 100 тысяч рублей. В течение 5 дней 35 женщин получат знания и навыки по ведению бизнеса. Всего на участие в программе было подано 99 заявок, что указывает на рост интереса в предпринимательской деятельности среди женщин. Компания «Алроса» присвоила имя героя соцтруда Романа Иннокентьевича Константинова алмазу массой 84,5 каратов, добытого 6 ноября прошлого года на месторождении в Мирнинском районе.
Роман Константинов, коневод-табунщик колхоза имени Фрунзе Чурапчинского района. Родился в Амгинском наслеге в 1896 году. Занимался крестьянским хозяйством, затем 5 лет был табунщиком колхоза имени Константинова. Более 20 лет заведовал коневодческой фермой колхоза имени Фрунзе. Затем колхоза имени Ленина в Чурапчинском районе. Звание Героя соцтруда Роману Константинову присвоили в 1948 году. В Амге прошли улусные соревнования, посвященные Дню коневода-табунщика в Якутии. Приняли участие 6 команд из 5 наслегов района. Такие соревнования в Амгинском улусе проходят во второй раз. В этом году участники традиционно соревновались в командной эстафете и в конных скачках на санях. По итогам эстафеты уверенную победу одержала команда Амгинского улуса ООО «Давидов», тренер Анатолий Баишев. Второе место заняла команда из абагинского наслега сельхозкооператив имени Ивана Строда. Третье место взяла вторая команда этого же кооператива. Сегодня у нас прошли отборочные соревнования коневодов, которые должны состояться 21 марта в городе Нюрбе. И по итогам соревнования первое место заняло ООО «Давидов», и второе место заняла из абагинского наслега команда совхоза имени Строда. И они поедут защищать честь нашего района. Накануне в Верхневилюйске установили специальное табло. Оно отсчитывает ровно 100 дней до начала юбилейного цеха Олонхо. Подробности у нашего корреспондента. Знаменательный день начался с торжественного включения табло. Растянули солома и провели парад от центрального сквера до Дома культуры, в котором участвовали всадники и жители в национальных якутских костюмах. Глава района Владимир Семенович Паскачин вручил чорон, который за эти 100 дней обойдет все достига нашего улуса и все учреждения. И сегодня первым чорон вручен главе муниципального образования село Верхневилюйск Максиму Сильгянову. В районном доме культуры сделали выставку, из наслегов привезли свои изделия, которые готовили для цеха, а также мероприятия посетили гости из Якутска во главе с режиссером Русланом Тараховским. Ранее они посетили несколько наслегов. Мы рассказали населению свои видения насчет постановки, открытия и закрытия, и получили одобрение населения. Это нас очень тоже, мы обрадовались этому очень, и мы смело будем уже внедрять свои замыслы. Мероприятие показало, что верхневилюйцы очень ответственно готовятся к цеху Олонхо. Каждый гость, посетивший мероприятие, получил специальный календарь, где отмечено 100 дней до цеха. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Верхневилюйск. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.